В сельском поселении Яндари прошло открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Его удалось построить благодаря финансированию компании «Транснефть». Она выделила 80 миллионов рублей. Возведение этого объекта стало настоящим подарком для жителей региона. Репортаж Магомеда Асканова. Перерезать ленточку на открытии самого большого в Назрановском районе и одного из двух самых больших в Ингушетии спортивного комплекса удостоились чести Александр Зленко и главный тренер сборной России по дзюдо Этио Гамбо. Сразу же после официальной части гости вместе с главой республики начали смотреть, какие удобства созданы для будущих спортсменов. Юнусбек Евкуров сам лично знакомит почетных гостей с ФОКом и даже в какой-то момент решается поиграть в настольный теннис с Александром Зленко. Впрочем, таких залов для спортивных развлечений в этом комплексе не один десяток. В следующем, например, занимаются бодибилдеры. В ФОКе есть еще и зал аэробики. А вот в универсальном игровом зале, оказывается, тренируются ребята из сборной команды России по дзюдо, приехавшие в республику совсем недавно. Капитан команды знакомит руководителя региона и гостей с гордостью дзюдо России. Нас не будем перечислять его заслуги, но он последний раз доказал, что он самый сильный в весовой категории 90 килограмм. И доказал это на мастерсе недавно проходящем. Спортсмены показывают мастер-класс на совсем новом татами, отрабатывают приемы вместе с местными ребятами, которые и будут заниматься в новом ФОКе. Дзюдоисты сборной России признаются, что впечатлены таким огромным залом. Очень современный зал, большой, вместительный, и цвета такие особо подобранные, такие, чтобы... обычно бывает так, что такие цвета бывают, которые давят во время тренировок, человек устает. А тут все яркое, все красивое, все просторное. И, честно сказать, мне очень понравилось все, как здесь устроено. Юнусбек Евкуров дает спортсменам свои наставления и желает побед на выступлениях за нашу страну. Этот зал, кстати, рассчитан на тренировки спортсменов сразу по нескольким видам спорта одновременно. Рядом с дзюдоистами готовятся и боксеры. Глава Ингушетии вместе с Александром Зленко делают памятные фото. Юнусбек Евкуров в интервью отметил, место, где построен ФОК, это очередная земля, которая в свое время была упущена чиновниками. Огромные гектары незаконно оказались в руках одного из жителей. В итоге участок изъяли и вернулись в селу вместе с построенным на нем впечатляющим спортивным комплексом. Это вся территория, я уже ее распределил властям местным. Задача поставлена уже не в этом году, а еще 3 года назад. Почему? Потому что вот такие пятна свободные надо оставлять для населения, для того, чтобы здесь строили школы, садики, амбулатории там, или почтовое отделение. А не так, что это моя земля, я здесь что хочу, то и сделаю. При этом здесь еще должны быть такие инвестиционные проекты, как торговый центр, пускай будет, еще какие-то такие вещи. Этот первый шаг, который сделан, он считает, что получился очень удачный. И в дальнейшем, конечно, такую практику необходимо продолжать и развивать спорт в республике. Объект впечатлил не только спортсменов, но и всех остальных гостей республики, которые выразили восхищение тем, какое внимание власти Ингушетии уделяют развитию спорта. Для волейбола условия нормальные. Нормальные, очень светлый, высокий, нормальная сетка натянутая и так далее. Это профилактика правонарушений, прежде всего. Борьба с бандитизмом, терроризмом, экстремизмом. Я считаю, республика на правильном пути. Молодежь занята полезным видом спорта. Это платформа для социального лифта. Этот физкультурно-оздоровительный комплекс могут посещать за один раз больше 100 спортсменов. Для молодежи села Яндари он действительно долгожданный. Ребята, неравнодушные к спорту, успели привыкнуть к дальним поездкам на тренировки в соседние населенные пункты. Отныне им этого делать не придется. Все, что нужно теперь здесь, в Яндаре. Магомед Асканов, Майырбек Мирзоев. Новости 24.